Уважаемые участники судебного заседания, по делу мы заслушали доводы и позиции каждой из сторон. Мнение иной стороны привлечено по этому делу, это в частности аппарата президента. И можем считать, что исследование по делу завершено, и переходим тогда к заключительным речам. Право заключительной речи предоставляется Султаналиеву Марату Бакаевичу. Пожалуйста. Уважаемые судьи Конституционной палаты Верховного суда Корейской Республики и присутствующие, я не буду повторять в своем заключительной речи все те доводы, они у меня остаются. Единственное, с учетом задаваемых мной вопросов и ответов, я бы хотел все-таки остановиться на одном блоке. Я не случайно задавал один и тот же вопрос. В чем же заключается суть нормативного правового акта и каковы критерии, закреплены ли они законодательно? Представители органов, которые постоянно работающие с нормативно-правовыми актами, я считаю, что должны эти моменты знать как азбуку. В чем заключается суть нормативного правового акта? Это же только два критерия. В том, что он обязателен для исполнения в определенных правоотношениях. И второй критерий, вторая сущность в том, что соподчиненности. Исходя из этого, уже можно подходить к тому, на каких основных принципах нужно рассматривать коллизионные нормы. Они тоже не с потолка берутся, они тоже установлены законом. Последний докладчик назвал эту норму иерархическую, да, она установлена, иерархическая, она устанавливается самой Конституцией, где Конституция говорит, что высшую юридическую силу имеет, и на основании Конституции принимаются остальные конституционные законы, законы и нормативные правовые акты. Кроме этого, сам нормативный правовой акт устанавливает четкую иерархическую лестницу по значимости юридической силы. Это один из основных моментов, это первое, что нужно делать при рассмотрении коллизионных норм. То есть надо смотреть, какая норма выше по юридической силе. Второй принцип, он относится к принципу общепризнанных принципов и норм международного права. Его даже не надо закреплять, он уже закреплен самой Конституцией. Это принцип приоритетности специальной нормы. Я не хочу касаться третьего принципа, это временной, то есть более поздний он поглощает предыдущий. Самый основной, на наш взгляд, это вот основной принцип приоритетности специальной нормы. Просто работая с нормативными правовыми актами, если человек, если должностное лицо не имеет, мягко говоря, четкого представления о сути самого нормативного правового акта и о тех основных принципах, на основе которых нужно устранять коллизионные нормы, поэтому и возникают те моменты несоответствия при принятии каких-то законов, нормативных, подзаконных актов и так далее. Я вот хотел только вот этот блок озвучить и еще раз сказать, что именно сами принципы основные, которые служат для устранения коллизионных норм, вот эта неспособность четкого представления их, я считаю, что и привело к тому, что государственные органы зачастую принимают подзаконные нормативные акты в нарушении и Конституции, и законов. В нашем случае четко исчерпывающий перечень, он был просто нарушен с помощью общей нормы, которая никак не могла быть использована при издании нормативного правового, подзаконного нормативного правового акта. На основании всего сказанного мы остаемся на своей позиции и просим удовлетворить. Спасибо. Присаживайтесь. Право заключительной речи предоставляется представителю Джордж Кенеша Молдошева. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемые судьи Конституционной палаты, мы выслушали сегодня доводы ответчиков. Также остаемся на своей ранее высказанной позиции, аргументировав это тем, что в нарушении противоречий с Конституцией, в законах
мы не увидели. Что касается возможности отсылочной нормы, указанной в 31 статье, ну, по всей видимости, законодатель исходил из того, что органы нацбезопасности составляют небольшое количество военнослужащих. В связи с этим вот, раскрытие оснований, что понимается под утратой доверия именно для органов нацбезопасности, оно раскрылось больше в положении. Что касается полномочий правительства, также мы установили, что правительство полномочно в рамках своих компетенций издавать нормативные акты, в том числе по ограничению прав. И что касается дисциплинарного устава, также право подачи жалобы на неправомерные действия начальника, оно не приостанавливает возможность подачи его жалобы в органы судебной власти и является достаточным не только при увольнении, но и при объявлении, скажем, выговора или строгого выговора, в том числе распространяется на все условия. Прошу вас отклонить исковые требования ИСА, поддержать позицию. Спасибо, присаживайтесь. Право заключительной речи предоставляется второму представителю Бердымуратову. Пожалуйста, к трибуне. Я тоже поддерживаю позицию представителя Молдошева. Уже прошу оставить ходатайство Уланбека Улу Айбека оставить без удовлетворения. Следующее право заключительной речи предоставляется Абылджировой Свете Садыковне. Уважаемый председатель, уважаемые судьи, уважаемые присутствующие стороны, мы остаемся на своей позиции, оставить ходатайство Уланбека Улу без удовлетворения. Спасибо, присаживайтесь. Право заключительной речи предоставляется представителю правительства Исмаилову Асаду Бучаровичу. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемые судьи, в соответствии с доводами и аргументами озвученных, прошу оставить без удовлетворения ходатайство Уланбека Улу Айбека. Спасибо. Право заключительной речи предоставляется следующему представителю правительства Абдраимову Асель Тазаровне. Уважаемые судьи, мы просим отказать в удовлетворении ходатайства Уланбека Улу и отказать ходатайство. Мы считаем, что ни конституционных норм никаких не имеется, и все доводы не обоснованы. Спасибо. Присаживайтесь. И право заключительной речи предоставляется последнему представителю правительства Баканову Арспеку. Уважаемый суд, мы остаемся при своей позиции, поддерживая вышеуказанных представителей со стороны ответчика, и просим признать непротиворечащими Конституции нормы, на которые ссылаются обращающиеся, и отказать в удовлетворении ответа. Спасибо, присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по ходатайству Уланбека Улу Айбека считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.